Да, такого мы еще не видели, правильно? Такого. Молодцы, клянусь Аллахом. Скоро другие тоже сюда подойдут, ребят, потом наручатся. Ибрагим, по поводу инцидента, который случился в Якутске, что вы можете сказать? Ну, на самом деле, вся эта ситуация вокруг этой схватки Лебедева и представителя нашего борца вызвала большой ажиотаж, как в сводках новостей, так и в социальных сетях. Мне кажется, такое недопустимо. Почему? Потому что это соревнование высокого уровня, и по итогам этого соревнования, точнее, этих соревнований, можно будет определить, кто будет бороться на Олимпийских играх. И именно исходя из этого, мне кажется, здесь судейский корпус должен быть более объективным, более компетентным, и с их стороны вот такие ошибки, они недопустимы. Более того, если речь идет о том, что этот борец Лебедев был представителем именно Якутии, то здесь мы наблюдаем то, что именно из-за этого, из-за территориальной принадлежности судьи к этому региону, из-за принадлежности самого Лебедева к Якутии, именно поэтому, я думаю, судья и так отнесся к этому, то есть предвзято, да. И в конце концов, как мы видим, Лебедев выиграл эту схватку. Да, вы как считаете, бойкот нашей команды, это правильно? Это правильный шаг, потому что, мне кажется, уже что-то другое не помогло бы нам. В конце концов, все было сделано на эмоциях. Это правильно. Почему? Потому что, как я помню, были какие-то апелляции в адрес судейского корпуса, но результатов они никаких не дали. Приняли решение о том, что необходимо бойкотировать эти соревнования. По поводу выступления наших борцов, вы что можете сказать, Якутске, который проходил чемпионат России? В принципе, я думаю, ничего нового не скажу, учитывая, что все борцы и все деятели, имеющие отношение к борьбе, в данной ситуации приняли одно решение конкретное. То есть все солидарны с тем, что решение монгольских судей, оно было немного некомпетентным, и плюс ко всему, учитывая, что подобное предвзятое отношение к нашим борцам, именно с нашей республики, оно повторяется из года в год, из раза в раз. Поэтому в связи с этим хочу сделать заявление, что надо решать каким-то образом подобную ситуацию. Я считаю, вот решение наших борцов сняться с данного турнира, оно абсолютно верно и объясняется именно тем, что наши борцы, впрочем, и как и мы, дагестанцы, и многие жители нашей огромной российской страны, Российской Федерации, они не согласны с данным решением. И, соответственно, завтра мы намерены встречать наших борцов, уже поехать в аэропорт и будем встречать торжественно, как подобает. По поводу тренеров и президента, что вы можете сказать? Знаете, тут, конечно, наш уважаемый, скажем так, Джамбулат Тидеев, учитывая то, насколько предвзято подходит Джамбулат Тидеев ко всем борцам и как отбирает он себе борцов на ту или иную весовую категорию, мы уже знаем, что нашим борцам уже придется, как говорится, уже отбираться не так просто. Мы видели его и в предыдущие годы при отборе на Олимпиаду, каким образом все это проходило. Мы знаем, какой подход у него, у Джамбулата Тидеева, насколько материально. Поэтому из этих соображений хочу сказать, что наша сила именно в нашем единстве. И считаю, опять же, хочу подчеркнуть, что наши борцы абсолютно верно поступили, что снялись все из турнира. Удачи вам! Вам тоже всего доброго. Один знаток вольной борьбе Дагестана. И директором работал в ШВСМ. А ваше мнение? Мое мнение такое, что наши борцы должны были бороться. Видимо, вот эта несправедливость, да, что человек выигрывает явно, и ему дают поражение ему. Это очень несправедливо. Поэтому наши ребята все правильно поступили. Они должны были, значит, решить сразу и передать эту схватку другому человеку. Тот, кто выиграл достойно. У нас же были, кроме Мусукаева, еще Рашидов, он выиграл 100% Лебедева. Я уверен, что мы почти во всех весах выиграли чемпионат России. Спасибо. Удачи вам. Мурат, мне очень приятно. Даже звезда мирового шусанда пришел сюда поддержать борцов.
Ваше мнение? Мое мнение, разрешили ребята, значит, правильно сделали. А так, если так суждено было, значит, это все к лучшему. Просто как не поддержать, если несправедливо очень. Нельзя под одного борца весь чемпионат готовить. Все надо было изначально на нейтральной территории сделать. Я считаю, что виноват, конечно, верхушка, кто возглавляет федерацию и кто это дал право провести в Якутске. Тем более предолимпийские никогда не был. Я сам был зрителем на 2 олимпийских отборочных России, которые проводились В Питере и Москве, правильно? И нет, 2 раза в Питере я был, и действительно было относительно объективно. Ну, без нюансов не бывает, но все равно в любом случае такое же могло быть, если провели бы в Дагестане или в Осетии, где сильные сборные, так же, как и в Якутии. Поэтому, ну, получилось, что сейчас делать? Мы как можем со своей стороны поддержим. Я вижу, очень много людей приехали здесь и приедут сейчас. Это очень серьезный резонансный случай. Я на те, которые именно там выступили, тем более без наших ребят во многих весах, тот же 96, Гадисов, Бигбулатов, Курбанов, вернее 65, вот эти ребята, Рашидов, которые могли претендовать реально. Кто знает, как бы прошел бы чемпионат, если бы они участвовали. Я думаю, что федерация и правительство на уровне президента России Путина этот вопрос должны дать шанс обязательно этим ребятам. Они, наверное, на сборах себе покажут. Как вы думаете, Ну, все-таки тоже знаток в таких ситуациях? Я по спорту как бы есть такие моменты, то что, может, в борьбе я не специалист, но очень такой серьезный любитель, всегда болел, смотрел. Я думаю, что если дадут перекидки, также у нас было же в свое время в 69 килограмм, когда Гетинов поехал, там и Османов, и Рамиз Рамазанов, еще много кто из борцов боролся, круговую сделали, поехал сильнейший, и Гетинов занял второе место. Поэтому почему бы так не сделать? Я думаю, что мы от этого только выиграем. Ничего страшного, там 3-6 борцов поборются в каждой весовой категории, где не определенно, как в случае 86 килограмм. Вы как глава администрации Кокенского района, я знаю, что у вашего района 5 человек должны были бороться. Какое возмущение, скажите, пожалуйста, с вашей стороны? Ну, расстроился, конечно, что не смог посмотреть чемпионат России, поболеть за своих ребят. Из 65 участников сборной Дагестана 5 представляли Кайкинский район. Это для района большой успех, это пример для подрастающего поколения. И, конечно же, мы рассчитывали на успех и Наримана Исрапилова, и Ильяса Бигбулатова, реально рассчитывали на других ребят. Ну, не получилось. Теперь то, что случилось, то случилось. Нам дальше нужно думать, как двигаться вперед, избежав вот этих ошибок. А вот как вы думаете, этот вопрос положительно решится? У нас надежда такая есть. Что ты скажешь, как гергебский тренер, замдиректора школы Османа Абдурахманова? Ну, как сказать, вот, за последние годы очень много видим, вот, какая там коррупция, какое отношение к нам, дагестанским борцам. И вот здесь тоже вот, из нескольких районов приехали поддержать наших борцов. Физически, если надо будет морально, в любых направлениях, в любых планах мы их поддерживаем. Вот для этого чисто приехали тоже. Удачи тебе, друг мой. Вам тоже от души. Доброе. Ты что, кого поддержать пришел? Ты как, возмущен? Так, а? Ну что, скажешь по поводу сегодняшнего концом? Что сказать, осудили в наглую, потащили, решили поддержать своих борцов против коррупции, отставку Мамишвили. Да, дорогие друзья, даже великие тэквондисты пришли поддержать наших борцов. Вот, пожалуйста. Давид, по поводу сегодняшнего, что ты скажешь? Ну, несправедливо то, что сняли нашего парня. Я сам борьбу люблю очень и смотрел на эту схватку. Наш парень чисто выиграл. Это, честно говоря, позор им, кто его слил.
нашему парню удачи, что он попал на Олимпиаду. Ничего, ничего. Хотим поддержать настоящие достойные сыны Дагестана. Ну, как бойцы ММА. Нет, сейчас уже, когда бывает о спорте, мы одна команда. Да, здесь нет разделения, честь Дагестана, честь Дагестана. Наши борцы самые лучшие борцы, поэтому только честь России, честь Дагестана, честь России, поэтому ждем мы. И нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба.
вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Уходит вверх, весь отблеск покровы, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, 20-й, бурный и суровый, и ты, десятилетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вот это патриот, и это хороший возраст.
будущий олимпийский чемпион. Там люди хотят работать, а им продаваться. Будущий олимпийский чемпион. Что дадим? Вот это два джигита, давайте, чтобы все их видели. Адам чемпион по самбо и Мухаммад чемпион по тэквондо. Они медали получили и хотят их вручить. Они хотели бы всем, но они выбрали Гадисова и Сажидова. Пожалуйста. Можно вас сюда? Вот теперь слово тренеру нашему Сажиду. Кстати, из вашей земляки здесь и песню привезли. Честно вас. А делегация. Салам алейкум. Конечно, хочу от всех ребят, от тренеров, лично от самого себя, в первую очередь, поблагодарить всех вас, то, что пришли. Да, когда нам говорили, что дома вас ждут, будут встречать братья, естественно, я, конечно, не думал, не ожидал, что столько ребят. Конечно, огромное вам спасибо большое, что вместе с нами. И то, что мы делаем, это тот труд, какой бы он ни был, тяжелый, что сколько бы мы его ни проходили, мы каждый день его готовы проходить ради того, чтобы в ваших лицах были те улыбки, те радости в сердцах, которые приносят вам эти ребята. Действительно, это большой тяжелый труд, поэтому через что это ребята проходят, все, в принципе, знаете, да? Поэтому нам было обидно то, что получалось, то, что по отношению к нам сделали, произошло на чемпионате России. Но это было не первый день, поэтому к этому это шло, и, можно сказать, чаша терпения перевалила. Но единственное, о чем мы жалеем, то, что мы не предоставили вам возможность посмотреть и вам, и тем миллионам болельщиков вольной борьбе, возможность посмотреть те схватки, прекрасные схватки, которые вы ждали. Но я думаю, у нас впереди будет их немало, и мы будем вас всегда радовать. Какие-то вот моменты были, что связаны с провокационным моментом о том, что о каком-то национальном вопросе поднимались. И мы сегодня, да, какая бы разница ни была, что кабардинец парень или дагестанец, если он с нами, мы то всегда вместе и будем до конца идти. Поэтому мы очень много негатива по отношению к Дагестану сегодня везде говорится, но мы должны понимать, это самая многонациональная республика, и когда нужно, мы всегда бываем дружные вместе, независимо ни от какой, ни от олимпийской или ни от каких-то там, это не нам не показатель, а показатель, то, что нас воспитывает, это наша дружба, это наше братство, это наше единство. Поэтому мы, принимая это такое тяжелое решение, которое действительно много что потеряли, мы придерживались именно тем качеством, которое я вам сегодня озвучил. Это то братство, это то мужество, это то поддержку, которую друг другу оказываем, не думая о последствиях. Поэтому, конечно, было сказано о том, что массировалось в СМИ о том телеграмме нашей главы республики. Естественно, вы должны понимать, главе республики в первую очередь преподнесли то, что те люди, которые сегодня все это... Участвовал в Олимпийских играх. Дагестанские ребята, чтобы не вышли. Сегодня как минимум 3 путевки в Олимпиаду мы завоевали бы в этом чемпионате России. Вот этого они боялись. Они боятся нас. Наша сила в этом единстве. Я никогда в аэропорту не видел такое количество людей. Ребята, нам всем здоровья, вам успехов. Надо все пройти, и всю эту ситуацию будем еще раз смотреть внимательно, изучать, куда нужно будем доводить ситуацию, и будем конкретно спрашивать тех людей, которые нам сегодня эту проблему создали. Будьте здоровы! Будьте здоровы!
все то, что вот вы так собрались, так оценили наш поступок. Ну, мы когда на это шли, мы руководствовались тем, что дагестанская команда в первую очередь хотела показать, что самое главное не медали, не чемпионство, да, а честь и совесть. И не думали о том, что... Мы, конечно, не думали о том, что это так воспримется вами, и за это мы очень сильно благодарны, все ребята. Да, и сегодня Дагестан показал, что такое единство, и как нужно дружить, и что значит слово брат, и что значит братство, не только по крови, не только по вере, да, но что нас объединяет многое что, да, и Дагестан это начало того, что мы объединим все разногласия на Кавказе, в России, я думаю, и в мире, и своим примером мы это показали. И благодарны, что вы нас в этом поддержали. И с нами рядом. И я думаю, мы также будем стараться вас никогда не подводить. И мы сегодня в первую очередь привезли, может быть, в Дагестан не медаль, но мы привезли в Дагестан честь, совесть и порядочность. Салам алейкум, братья, всем. От души всем в первую очередь за то, что так приехали, поддержали нас. На самом деле очень приятно, и хочу сказать, что этим своим поступком мы показали то, что мы готовы пожертвовать не только своей мечтой ради своего брата, готовы пожертвовать всем ради того, чтобы уважали наших братьев, уважали нашу республику. И вы нас в этом поддержали. Хотелось бы обратиться ко всем дагестанцам и сказать, что у нас есть на кого равняться, у нас есть такие предки, как имам Шамиль, его сподвижники. И я считаю, что у нас у всех есть такой стержень, который был у них, а это самое главное. Спасибо вам всем еще раз, то, что вы пришли, поддержали, стали рядом с нами, подставили свое плечо рядом в такой тяжелый для всех, я считаю, момент. И еще раз барак Аллах вам всем. Спасибо. Отойдите, да, там люди не видят. Ахмед, Жигуло по кличке Наша, Амина, Гадисов, Курбанадиев, Гербеков, Эмеев, ну, волнуюсь всех, прочитать не могу, Исрапилов, Магомедов, Кизлиев, Саджидов, самый главный виновник. Вы всех видите здесь, они действительно герои, не сажи! Надо было изначально нейтральную территорию сделать.
Я считаю, что виноват, конечно, верхушка, кто возглавляет федерацию и кто этот дал право провести в Якутске, тем более предолимпийские, никогда не был. Я сам был зрителем на 2 олимпийских отборочных России, которые проводились в Питере и Москве, правильно? И нет, 2 раза в Питере я был, и действительно было относительно объективно. Ну, без нюансов не бывает, но все равно в любом случае такое же могло быть, если провели бы в Дагестане или в Осетии, где сильные сборные, так же, как и в Якутии. Поэтому, ну, получилось, что сейчас делать? Мы как можем со своей стороны поддержим. Я вижу, очень много людей приехали здесь и приедут сейчас. Это очень серьезный резонансный случай. Я на те, которые именно там выступили, тем более без наших ребят во многих весах, тот же 96, Гадисов, Бигбулатов, Курбан, вернее 65, вот эти ребята, Рашидов, которые могли претендовать реально. Кто знает, как бы прошел бы чемпионат, если бы они участвовали. Я думаю, что федерация и правительство на уровне президента России Путина этот вопрос должны дать шанс обязательно этим ребятам. Они, наверное, на сборах себе покажут. Как вы думаете, ну, все-таки тоже знаток в таких ситуациях? Я по спорту как бы есть такие моменты, то что, может, в борьбе я не специалист, но очень такой серьезный любитель, всегда болел, смотрел. Я думаю, что если дадут перекидки, также у нас было же в свое время в 69 килограмм, когда Гетинов поехал, там и Османов, и Рамиз Рамазанов, еще много кто из борцов боролся, круговую сделали, и поехал сильнейший, и Гетинов занял второе место. Поэтому почему бы так не сделать? Я думаю, что мы от этого только выиграем. Ничего страшного, там 3-6 борцов поборются в каждой весовой категории, где не определенно, как в случае 86 килограмм. Вы как глава администрации Кокенского района, я знаю, что у вашего района 5 человек должны были бороться. Какое возмущение, скажите, пожалуйста, с вашей стороны? Ну, расстроился, конечно, что не смог посмотреть чемпионат России, поболеть за своих ребят. Из 65 участников сборной Дагестана 5 представляли Кайкинский район. Это для района большой успех, это пример для подрастающего поколения. И, конечно же, мы рассчитывали на успех и Наримана Исрапилова, и Ильяса Бигбулатова, реально рассчитывали на других ребят. Ну, не получилось. Теперь то, что случилось, то случилось. Нам дальше нужно думать, как двигаться вперед, избежав вот этих ошибок. А вот как вы думаете, этот вопрос положительно решится? У нас надежда такая есть. Что ты скажешь, как гергебский тренер, замдиректора школы Османа Абдурахманова? Ну, как сказать, вот, за последние годы очень много видим, вот, какая там коррупция, какое отношение к нам, дагестанским борцам. И вот здесь тоже вот, из нескольких районов приехали поддержать наших борцов. Физически, если надо будет морально, в любых направлениях, в любых планах мы их поддерживаем. Вот для этого чисто приехали тоже. Удачи тебе, друг мой. Вам тоже от души. Доброе. Ты что, кого поддержать пришел? Ты как, возмущен? Так, а? Ну что, скажешь по поводу сегодняшнего концом? Что сказать, осудили в Нагу, потащили. Пришли поддержать своих борцов против коррупции, отставку Мамиашвили. Да, дорогие друзья, даже великие тэквондисты пришли поддержать наших борцов. Вот, пожалуйста. Сагит, по поводу сегодняшнего, что ты скажешь? Ну, несправедливо то, что сняли нашего парня. Я сам борьбу люблю очень и смотрел на эту схватку. Если наш парень чисто выиграл, это, честно говоря, позор им, кто его слил. Нашему парню удачи, что он попал на Олимпиаду. Ничего, ничего. Не поддержать настоящий достойный сильный Дагестан. Ну, как бойцы ММА. Нет, сейчас уже когда бывает
о спорте мы одна команда. Да, здесь нет разделения, честь Дагестана, честь Дагестана. Наши борцы самые лучшие борцы, поэтому только честь России, честь Дагестана, честь России, поэтому ждем мы. Тем, что наши борцы, впрочем, и как и мы, дагестанцы, и многие жители нашей огромной российской страны, Российской Федерации, они не согласны с данным решением. И, соответственно, завтра мы намерены встречать наших борцов, уже поехать в аэропорт и будем встречать торжественно, как подобает. По поводу тренеров и президента, что вы можете сказать? Знаете, тут, конечно, наш уважаемый, скажем так, Джамбулат Тидеев, учитывая то, насколько предвзято подходит Джамбулат Тидеев ко всем борцам и как отбирает он себе борцов на ту или иную весовую категорию, мы уже знаем, что нашим борцам уже придется, как говорится, уже отбираться не так просто. Мы видели его и в предыдущие годы при отборе на Олимпиаду, каким образом все это проходило. Мы знаем, какой подход у него, у Джамбулата Тидеева, насколько материально. Поэтому из этих соображений хочу сказать, что наша сила именно в нашем единстве. И считаю, опять же, хочу подчеркнуть, что наши борцы абсолютно верно поступили, что снялись все с турнира. Удачи вам! Вам тоже всего доброго. Один знаток вольной борьбе Дагестана. И директором работал ШВСМ. А ваше мнение? Мое мнение такое, что наши борцы должны были бороться. Видимо, вот это несправедливость, да, что человек выигрывает явно, и ему дают поражение ему. Это очень несправедливо. Поэтому наши ребята все правильно поступили. Они должны были, решить сразу и передать эту схватку другому человеку. Тот, кто выиграл достойно. У нас же были, кроме Мусукаева, еще Рашидов, он выиграл 100% Лебедева. Я уверен, что мы почти во всех весах выиграли чемпионат России. Спасибо, удачи вам. Мурат, мне очень приятно. Даже звезда мирового Ушусанда пришел сюда поддержать борцов. Ваше мнение? Мое мнение, разрешили ребята, значит, правильно сделали. А так, если так суждено было, значит, это все к лучшему. Просто как не поддержать, если несправедливо очень, нельзя под одного борца весь чемпионат. Да, такого мы еще не видели, правильно? Такого. Молодцы, клянусь Аллахом. Скоро с руки только сюда подойдут, ребята, потом наручники. Ибрагим, по поводу инцидента, который случился в Якутске, что вы можете сказать? На самом деле вся эта ситуация вокруг этой схватки Лебедева и представителя нашего борца вызвала большой ажиотаж, как в сводках новостей, так и в социальных сетях. Мне кажется, такое недопустимо. Почему? Потому что это соревнование высокого уровня, и по итогам этого соревнования, точнее этих соревнований, можно будет определить, кто будет бороться на Олимпийских играх. И именно исходя из этого, мне кажется, здесь судейский корпус должен быть более объективным, более компетентным, и с их стороны вот такие ошибки, они недопустимы. Более того, если речь идет о том, что этот борец Лебедев был представителем именно Якутии, то здесь мы наблюдаем то, что именно из-за этого, из-за территориальной принадлежности судьи к этому региону, из-за принадлежности самого Лебедева к Якутии, именно поэтому, я думаю, судья и так отнесся к этому, то есть предвзято, да. И в конце концов, как мы видим, Лебедев выиграл эту схватку. Да, вы как считаете, бойкот нашей команды, это правильно? Это правильный шаг, потому что, мне кажется, уже что-то другое не помогло бы нам. В конце концов, все было сделано на эмоциях. Это правильно. Почему? Потому что, как я помню, были какие-то апелляции в адрес судейского корпуса, но результатов они никаких не дали. Приняли решение о том, что необходимо бойкотировать эти соревнования. По поводу выступления наших борцов, вы что можете сказать в Якутске, который проходил чемпионат?
В принципе, я думаю, ничего нового не скажу, учитывая, что все борцы и все деятели, имеющие отношение к борьбе, в данной ситуации приняли одно решение конкретное. То есть все солидарны с тем, что решение монгольских судей, оно было немного некомпетентным, и плюс ко всему, учитывая, что подобное предвзятое отношение к нашим борцам, именно с нашей республики, оно повторяется из года в год, из раза в раз. Поэтому в связи с этим хочу сделать заявление, что надо решать каким-то образом подобную ситуацию. Я считаю, вот решение наших борцов сняться с данного турнира, оно абсолютно верно и объясняется. Вот так, друзья, отдыхают! Красавчик!